Значит, мы приехали, мы заранее с вами договорились. Мы заранее с вами договорились 8 числа приехать. Но настолько мы хотели не столько проблем решать свои заодно, но обмен опытом. Мы помним, как вы, вот лицо знакомы сразу, мы помним, как вы приезжали к нам. Обмен опытом, Гамидуллах Исмаилович. Мы, значит, долго вы рассказывали об вашем институте. Мы внимательно слушали, если вы помните, коллектив в зале ученого совета, вы выступали, говорили долго. Значит, там вообще было приятно. Значит, прежде чем сюда ехать, мы вашу структуру тоже посмотрели. Просто мы так решили, как хорошо вы это сделали. Собрал весь коллектив, я имею в виду люди, которые занимаются чеченским языком в одном корпусе, в одном институте. Мы так поняли, что в этом институте не только прикладной наукой, но и академической наукой занимаются. Значит, в этом же институте вы занимаетесь исследованием языка, изучением языка и еще преподавательской, то есть повышение квалификации учителей. В одном месте собрали, мы все полностью связаны с чеченским языком. Если мы так сделаем, я, конечно, попрошу, буду обращаться к руководству, вот наподобие такой. У нас, к сожалению, говорят, мы уникальны тем, что у нас многоязычие, но дело в другом, что мы жалеем, что столько языков. Ну что делать, Всевышний так нас устроили. У нас 30 с лишним языков, а мы изучаем на сегодня вместе с русским родным 13 языков. Значит, а институт у нас специалисты по 6 языкам и литературам. Значит, каждый язык представляет один человек. Вы представьте себе, один человек. Я, например, представляю аварский язык. Я должен заниматься 7 уровнями образования по аварскому языку. Начиная, плохо, что еще дошкольной у нас еще нету, начиная с начальной, основной, старший, еще педагогический колледж. Вот мой уровень. Я такой до того развитый человек, по всем уровням я только отвечаю. Вот один человек по аварским языкам занимается. То же самое табасаранским языком Низами Саидуллаевич занимается. Мы и также и авторы учебников, учебных пособий, вообще мы сами. Начиная с начала, заканчивая по... Количество, численность, штатная численность сколько? Вот, где-то 24 сотрудника, это не считая технического персонала. С открытием этого сектора педагогики? Да, у нас в институте не только сектор родных языков, сектор литературы, родных литератур, потом сектор дошкольное образование и сектор педагогики, сектор русского языка. Вот у нас сектора. Но если бы мы реформировали и сделали как здесь, вот сразу, что мы нашли, значит, мы посчитали, хоть мы ничего не получим, вот то, что от вас мы увидели сразу по приезду, что вы здесь собрали всех, кто занимается чеченским языком, вот результативность у вас, естественно, намного больше, чем у нас. В одном месте. И исследование, и изучение, и обучение, это же прекрасно. Перед нами стояла задача показать богатство языка. Нашим учителям очень сложно, но тем не менее наши учителя тоже большие патриоты своей родины, своего языка. Как-то вот стараются, но у ваших учителей, конечно, мы это чувствуем. У вас же бывают встречи на конкурсах, на семинарах, на конференциях. Мы чувствуем, что они патриоты, что они болеют за свой родной язык. Вам спасибо, вам процветания, у вас все будет хорошо. Значит, сайт, о котором мы говорили, Вешенфо, вот всем занимается наши сотрудники. Здесь записывают, студию тоже для этого подготовили, после делаем монтаж.
помимо вот этих материалов, привлекаем какие-то слайды, видеоматериалы с интернета, различные мультфильмы используем на эту работу. Вот. После монтажа уже выкладываем на наш сайт уроки у нас. Как бы на данный момент с 1 по 11 класс по чеченскому языку уже загружено более 800 уроков. Это 200 из них предназначены для начальной школы. На данный момент идет работа по созданию видеоуроков для литературы. Литература чуть сложнее, потому что там и материалы надо побольше искать, и в виде мультфильмов, рассказов, там, произведений различных, поэтому и в плане монтажа немножко сложный, мы возимся над ним чуть дольше. 6 класс уже идет как бы запись, 7 по 9 класс у нас конспекты готовы. Ну-ка. Зато там Басарана видит. Сюли, жай. Мы называем и сюли, и называем жай. Эмоции открыты проявлять или как? Язык – это главный этноопределитель. Нет языка и нет нас. Не совсем у нас все плохо, у нас тоже есть что перенять, поэтому приезжайте к нам, вы много чего у нас тоже найдете, а самое главное, у нас прекрасные люди.